Töttür girer gına. Oy bak. О, Денис тащит. Денис сегодня в ударе. Ну, у него чемпионская лунка. Болла сидит. Со вчерашнего дня, да, он чемпион. Сегодня опять чемпион. Каждый день. Благодаря Денису мы поедем с рыбой. Да? В основном он все поймал. Задобрил байны. Да, задобрил байна и прям повезло ему прям. Ну, человек готовился для рыбалки, видно, вот с чемоданом, со своими снастями, как говорится, приехал. Так, Семёныч потихоньку удочку начал ломать. Пока никто не видит. Кивок уже там перекрутил всяко. Тахарам бери, эту хулеска, съем бери. О, катушка-то съем бери. А, удобный булинка. Дорога. Здравствуйте, Матану Коровер. Толя тащит кого-то теперь. О, подъязок тоже. Может, подъязок хороший. Давай, мешок кидай. Давай. Вниз сразу с ходом. Семёныч, ты ловить-то собираешься? Ну, сейчас очередь Семёныча должен отпить. Дорогие друзья, у компании Чок Каяс появилась новинка. Готовые блюда сиг в масле и чир в масле. Рыба идеально сохранила свои вкусовые качества. Свежий вылов. Поэтому для тех, кто давно хотел попробовать северную рыбу по доступным ценам, вы можете ее смело заказывать на сайте клёвая-рыбалка.рф в разделе «Бутик Чок Каяс». Ребята уже отправили много посылок по России. И вам также отправят. Мы дома с домочадцами попробовали. Очень вкусно. Советую. По очереди дергает. Что тут подойдет? Как падла. Что-то не нравится. Kapsada oran ben. O kapsatan. Ni kapsırın o khubla bede. Razı baran qalır. Да. Ой, что оно тут? Чуга тархана пахада. Ага, камсаты. Стоячек. О, пошел дубас. Вот ребята зажигает как. О, Семёныч, ты очередь-то пропустил уже? Пошла же. Уже третий круг. Уже третий круг пошел. Когда ловить-то будешь? Одного я поймал только и все. Ребят уже по 3 сороги под яцко поймали. Там. Ушковали-то. Эх, кто? Yine tuğun bu kadar dedi ne? Tuğu kadar güzel. О, Семён тащит кого-то здорового. Нет. Сорога идет. Такая вот северная сорожка. Довольно красивая, хорошая. Ну, небольшая. Ну, небольшая, но все равно. Семёныч дернулся. Приготовился к подсечке.
Я Семеновича лежит. Вот это язя поймал. Потому что у него шапка вот такая. Так. Семенович. Сейчас мы Так, глава. Расцентруй. Ох. Давай, тащи, тащи. Поздравляю, ничего себе здорового поймал. Ты как вот, ну как, научи как ловить таких здоровых. Ты дьявол ее. Научи как ты ловить здоровых только. Вау, да? Вау, ничего себе. Ух ты, ой, какой. Сегодня жарить будешь, да? Жарить будешь сегодня вечером, да? Нет. Варить? Уху? Канна бардыды. Это Хытай дара. Здорово, халлы, блядь. Духовочки. А, в духовочке будешь запекать? Семенович. Ну расскажи, что делать-то будешь-то? Рыбку, пойманной рыбой-то. Иди. Что-то молчит, надо что-то секретное, вкусное хочет приготовить. Не говорит Семенович. Так, друзья, вот сегодня Семенович будет готовить этого язя. Расскажи рецепт, пожалуйста. Рецепт? Да, на камеру. Ну, как ты будешь готовить-то его? Ну, внутри картошку режу. Ага. Картошку пожаренную можно сделать. Туда внутрь засунуть, да? внутри. Жареную, да? Да. А потом что дальше как? Ну, рыбку потом пожарим. А, то есть туда засовываешь жареную картошку, потом поджариваешь, да, еще? Поджариваю эту рыбку. Язя, да? Это. Пропитывается рыбой. Да. Вкусом. И вот. Картошка пропитывается. Да. Сам. И два в одном гарнир сразу. Ничего себе. Ясно, давай кидай. Вот такой рецепт, друзья. Так что готовьте дома. Если будете ловить какую-то рыбу похожую, Большую. ну, то есть жареную картошку надо туда засовывать, да, уже? Да. Жареную. Жареную с лучком. Можно свою фантазию сделать. Ну, зашиваешь, да, потом живот, да? Ну, зашивать можно, конечно, да. Можно и без Ну, чтобы не вываливалась картошка, да? Да, да. Типа фаршированный, да? Ну, Ну, ясно. некоторые яблоками любят. Да ты чё? Чё себе? Вон ребята ловят как. Вот. Семен хочет сказать что-то нам по поводу приездов для организаций. Ну, что сказать. Вот у нас сегодня приехали, и мы привезли организацию Шишкин дом. Их руководитель с новогодним, как сказать, с результатом. Лучшая бригада приехала с нами. Вот своих поощрений сделала для своих работников. Первое место заняли вот бригада Дениса, Толя. Так что вы также хотели, если вы мотивировать своих работников, можете обратиться к нам, Алас Тревела, и мы вместе с клевой рыбалкой организуем также хорошую рыбалку. Это для коллективов. Да, коллективов Якутска, города Якутска, да? да. Хорошо, поняли. Так что, друзья, имейте в виду, кто находится в городе Якутске,
хочет приехать в Яку, ну, сюда, к нам, в Жиганск, вот, Семен вас привезет, все, связывайтесь, договаривайтесь по времени. У него есть свой автомобиль, вот, для этого. Так, ну что, Семен уезжает с Семенычем сегодня вечером. Так что пожелаем им удачи. А завтра я ребят уже вывезу. И они с Семеном поедут в город Якутск. Так что так вот, друзья. Сегодня у нас крайний день рыбалки. В общем, температура с ветром минус 50. Это не очень классно, конечно. Но, по крайней мере, ну так у нас. Так-то так. Лучшее детям, да? Все лучшее туристам. А что его вода? Это еще лучше. Смотрите, сколько ребята дубанули за сегодня. Это только за один день, друзья. Здесь и щука, и окунь, и язи, и плотва. Вот хорошая щука лежит. Вообще красота. Вообще. Просто. Приезжайте, друзья, на клевую рыбалку. Вот так вот. Будете так же ловить. А может и больше. А может и меньше. О, отлично.
леске. Сильно не затягивайте, а то опять буран замерзнет. Ну вот, друзья, как только Семен уехал, сразу на хлебнике, как говорится, на лунку. Да, тут там аккумулятор как классный, здесь. подогнал вас там уже как у негра в этом. А у тебя же есть этот... А от него что, много света, что ли? свет. Им нормально палатку не осветишь. Попроси, не на подсвечивать хлебник, можно этот. а на хлебник. На хлебник. Я пришел Да, ужин, да. я пришел ужин готовить. Да, Игорь там местный, вот он как бы, он может и бесплатно ловить. Ну, Володька все-таки напросился на нашу платную лунку. 500 рублей стоит. И туда сел, сказал. Сегодня вечером, говорит, на Дубасю, говорит, хоть на контент. Ну, мы с ребятами посовещались, как бы, и все-таки решили ему сдать в аренду эту лунку. Да, Игорь? 500 рублей в час? В час 500 рублей, А да. посекундная тарификация есть? Нет, все, вот сейчас у него, вот он закинул, начинаем. Игорь, засекай, у тебя там часы модные. Так, сколько на моих роликсах? 5 часов ровно. Смотри. Вот с 5 часов у него начинается Да. отчет. Да, все, друзья. Вот. Володь, это же нормальная цена, да, такая Конечно, получается? конечно, вообще копейки. Да, да. А Ну, богатые блогеры. блогеры богатые, да. Вот, приезжают. Ну, они приезжают на заработки. Вот Володька приехал на заработки. На монетизацию от YouTube. Вложил 100 тысяч, заработал 100 долларов. И из них 500 рублей наши. Аренда лунки. Вот. Блин, лунки мерзнут, вообще какая-то жопа. Ты больная просил об этом? Чтоб не замерзали. Нет, Все. я вот только жару. Володя, у тебя и здесь не клюет. Такая засмотрение у кого здесь пока. Отмучаетесь завтра, ничего. Был выход. Вон, только язи ловятся, он и все. У Дениса. То у вас не вообще клюет. ударен. Микроясь. Денис опять выловил. А ребята сидят, болты, И гоняем. чаи гоняют. У нас свет кончился. Да, свет кончился, какой-то болт, говорят, есть. Про болт какой-то рассказывают. Игорь, ну покажи, расскажи, что у тебя сегодня на ужин. Чем ты нас собираешься Я кормить? же говорил, макароны по-флотски, ведь ты же снял. Ну это не ты у Володи говорил, я не успел снять, просто у меня... Вот, готовлю фарш с оленины, с лучком, с морковочкой. Вот он тушится, уже готов. Сейчас отвариваю перья, перемешиваем, и все, и макароны по-флотски готовы. Класс. Вот это блюдо. Это как по рецепту, получается, Ивлева, да? Да, этот рецепт древний уже. Вот просто, быстро. Пусть будет по Ивлеву. Да, просто, быстро и самое главное, вкусно. А когда вкусно, Тогда вкусно. как сказал кто? Костя Ивлев. Костя Ивлев кто? Шеф всей Руси, главный повар страны. Ты являешься его поклонником. Ну, я смотрю его всегда канал. Нет, это зам его. Игорь сказал, что он работал заместителем у Константина Ивлева. Так что вот так вот. Непростой у нас повар-то. Так,
Вот куда бы мне снять его, поставить бы? Слав. Слав, пока. Снять, поставить плиту может убрать? или что? Туда. Плитку можно? Не, газовую плиту может убрать. Вниз, вон туда ложи он на эту. А где у меня, Володь? Володь, поставь вон доска разделочная. На нее ставь. Да, сейчас я макароны сварю, перемешаю. Горячая сильно? Не сильно, там резиновые штучки. Урони! Стараюсь. Так, еще одна наша. Кастрюлька под А макароны. сколько макарошков будем готовить? 2 пачки сейчас сварю. Ты. Это надо кушать сейчас горячее. Давайте, ребят, ешьте горячее. Слава. А я чуть-чуть подостынет и поем. Слава, ну ты должен это попробовать. Я попробую это обязательно. С аджичкой, Васильевич. Да. Давай, сейчас я буду есть тоже. Я буду с этой тарелки есть, наверное, которая вот... Положили, и все. Да, у меня же там есть тарелка уже. Что я буду её портить-то? Вот это да, Игорь. А на Ленка поедем, ты будешь такое блюдо готовить? Конечно. Все буду готовить. И мясо, и макарошки. Ну, ребят, как вам приготовление Игоря? Понравилось? Ну все, главное вкусно. Вкусно. Толя? Да, сытно. Много. Вот, сейчас А еще Володя, что скажешь? Как всегда, бомба. самое главное сытно. Всегда Все, оттуда. все Бомба. довольны, Игорь. Нет, ну пробу, наверное, сниму я. Да, давай. Посолю, что там, что недосоленое, уж подсолить. Я всегда... Не, ну конечно. Ты первый должен и пробовать то, что сварил. А как же? Бомба. Ребята, ешьте, садитесь. Обалдеть. Ребята, давайте рубать. Эту вкусноту надо рубать. Ее просто рубить надо, да? Василич, давайте горячий. Володя, Да. давайте. Идем. Крышку у нас где? Крышка тут. Все, Василич, давай. Вставай, я сюда сяду. Худой сильно. Тут на утро еще вам хватит позавтракать. Володя 3 съедаешь. Да какой? Я думаю, Володя 3 съедаешь, все по 2. Не. Слава, лутажину не забудь. Да, обязательно. Вау. Игорь, открой аджику, пожалуйста. И вот такая еще с макароном по-флотски. Аджичка. О. Аджичка домашняя. Вай. Вот это да. Вот это вкуснота, друзья. А как говорит Игорь, когда вкусно, тогда вкусно. Тогда вкусно. Да. Ну все, всем приятного аппетита, кто полез в холодильник. Да, А мы, друзья, друзья, кто захотел кушать, трусиники, и присоединяйтесь к нам. К нашему шикарному контенту. Да. Дай-ка сюда этот чокаяс. А у кого нет такой вкусной еды, то всегда вы можете заказать чокаяс на сайте клёвая-рыбалка.рф и отведать нашу местную продукцию. Держи, Игорь. Дорогие друзья, для тех, кто спрашивал и интересовался у меня давно, вот она, пешня Леонида Говорова, якутская пешня. Вот сейчас я его занес с холода, минус 50 градусов снаружи. Вот она. Смотрите, вот вся парит. Вот так вот. Видно, не видно на камеру, вам не знаю. Ой. Вот такая ручка у пешни. Пешня имеет длину 2 метра 20 сантиметров. Имеется кольцо для крепления веревки. И чтобы на случай, если пешня пойдет, у вас соскользнет с руки, она в этом месте у вас зацепилась. Вот такая специальный пропиленовым шнуром обмотана, чтобы пешню можно свободно держать. Диаметр пешни подобран специально под руку любого размера, под крупную, под среднюю, маленькую руку, чтобы не было удобно ей работать. Пешня обработана специально краской, чтобы меньше подвергалась коррозии. Пешня двухсоставная. Вот такая вот резьба. Очень легко вкручивается и сразу же готова к работе.
Форма пешни специально подобрана, то есть выведена как для толстого, так и для мокрого льда. Вот такой вот формы. И угол специальный выведен. Точится пешня обычным бруском. Она закалена. Вот. Что еще? Ну и все. Очень хороший, удобный рабочий инструмент для любого рыбака, таежника. Поэтому, друзья, заказывайте пешню на сайте клёвая-рыбалка.рф, бутик пешни Леонида Говорова. Сейчас мы будем работать пешней по извлечению мормышки так скажем, в палатке. Вот. У нас прилипла мормышка уже второй день, мы ее сегодня должны извлечь. Так, Денис будет извлекать свою пешню. Может там подсветить ему как-то, не знаю. Надо, не надо. Ну там у него пешня. То есть эта мормышка ушла. Надо почистить, наверное, чтобы куда-то мусор. Сейчас он почистит. Прилипла мормышка вон там в этом елке зеленой. Зараза. Сверло. Удобно. Бульон. А где перекормка где-то? А тут один. Ну, решили, что мормышка улетела. А это речу, корень жить. Сейчас тебе карман. Елка. Тут охуеть. Это чай Я могу уже моими тяди. Вот, друзья. В общем, мормышку найти не удалось, но зато поработали пешней Леонида Говорова. Ну как пешня, Денис? Нормально? Хорошая, говорит, пешня. Тут нету. Всё, значит нет. Ну вот и все, дорогие друзья. На этом заканчиваем клевую рыбалку. Ребята завтра утром уже уезжают домой. Мы сейчас тихонько уже собираемся с вечера, чтобы утром встать, разогреть снегоход и поехать домой. С нами были ребята из строительной компании ООО «Шишкин дом», город Якутск. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем пока. Самое главное, посещайте туры «Клевая рыбалка».